Ну, прежде всего, по поводу времени, наверное, самое, какой-то появился, чуть больше ответственности как будто есть сейчас за любое высказывание, даже самое безобидное. И, наверное, от этого появляется какое-то, скорее не самоцензура или какое-то желание пойти на компромисс, а скорее какой-то страх ошибиться. И возможно, это немножко начинает как бы тебя сковывать, потому что, невзирая на то, что ты делаешь там, спектакль, как бы вроде как не думая об этом, сейчас все-таки, к сожалению, да, что-то над тобой висит. Ну, собственно, как и в нашем спектакле, над этой историей висит комета, она летит. Практически весь спектакль, она медленно летит и приближается, и не знаем, приблизится она или не приблизится. И в этом смысле, ну, я не скажу, что я там готов или иду на компромиссы. Их, наверное, как бы нет. У меня, возможно, есть какие-то этические моменты, возможно, есть какие-то моменты, да, локальные, религиозные, возможно. Но на самом деле отчасти мне всегда было, в хорошем смысле, немножко наплевать. Где бы я, что бы я ни делал. Понятно, что где-то ты себя в любом случае в чем-то притесняешь, но я бы не сказал, что это компромисс, это скорее такое хорошее препятствие для того, чтобы придумать интересное решение. Поэтому, да, с компромиссами как бы я бы не сказал, что они появились, появился страх ошибиться, неправильно быть понятым, причем не в политическом контексте даже, а вообще, в общечеловеческом контексте. Да нет, оно определенно изменилось, и изначальное решение, которое было в голове, тоже изменилось, потому что обаятельный текст при чтении оказался чуть более сложным в постановке, чем казалось изначально, поэтому изменилось кардинально, я бы сказал, но пока не могу оценить, насколько в плохую сторону или наоборот в хорошую, потому что по определенным причинам я все еще не видел прогона, мы еще не смогли собрать спектакль пока еще. И, возможно, это произойдет сегодня, и, возможно, я что-то для себя пойму и смогу сформулировать окончательно. Пока могу сказать только то, что оно определенно точно поменялось. Пока имею, к своему стыду, скажу, что есть ощущение, пока еще не было прогона, что, возможно, я не справился с этим текстом, что как бы не делает его неинтересным, а как раз-таки наоборот. Поэтому такой. Это текст оказался обаятельным, а оказался вызовом. Ну, это история о первой влюбленности, это история о ценности дружбы, о ценности человека рядом с тобой. Это история о, каком-то таком страхе, да, страхе неведомом, который где-то в космосе, и страхе очень реальном, который прямо здесь исходит из тебя самого, потому что ты просто боишься взять за руку девочку. Ну, я вообще не люблю вопрос, как бы, о чем. Оно как бы всегда обо всем, это какие-то размышления, это какие-то ощущения артистов, это какие-то ощущения всей команды, с которой мы работаем, прекрасной. И поэтому оно все как-то соединяется в огромный калейдоскоп, и поэтому это, надеюсь, не плоская вещь. Я думал об этом, когда выпустил свой прошлый спектакль, как раз недалеко, в Мензелинске, в Мензелинском театре. И мы выпустили этот спектакль, премьера этого спектакля была на второй день после начала событий в Украине. И тогда мне казалось, что это очень точный материал для этого времени. Сейчас мне так не кажется совсем. И, наверное, сейчас, возможно, есть такой уклон в не какие-то
большие мегаломанские истории, какие-то, не знаю, философские высказывания или что-то еще. Вот скорее сейчас, наверное, время какого-то очень приближения, короче, к человеку. Такого прям простому, какому-то очень, не вот такого чеховского маленького человека, а какого-то такого чувака, который сидит на соседнем месте в метро или в автобусе. И, наверное, есть такой текст, который, мне кажется, вот, ну, возможно, очень точный сейчас. И это свежий текст относительно. Это пьеса Дмитрия Богославского «Катапульта». Возможно, что вот если говорить о каких-то просто о том, что бы, возможно, хотелось бы поковырять, что бы хотелось поразбирать, как поговорить, вот, наверное, вот таким языком. Вот, наверное, вот этот текст.